В эфире новости на Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. И коротко о главных темах к этому часу. Завершает свою работу Восточный экономический форум. Подписаны последние соглашения о взаимодействии и сотрудничестве. В Якутске проходит очередной этап совместной экспедиции Русского географического общества и Минобороны России. За горами отопительный сезон. Когда тепло появится в домах жителей Алмазного региона республики. Якутия и Амурская область расширяют межрегиональное сотрудничество. Дальневосточные регионы дополнили действующее соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Подписи под документом сегодня на площадке Восточного экономического форума поставили первый вице-премьер Якутии Кирилл Бычков и Татьяна Половайкина, первый вице-премьер Амурской области. В протокол совместных действий включили такие направления, как поставка кормов для животноводства и сырья для комбикормовой промышленности Якутии, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, организация оптимальной логистики для выхода на внешние рынки. Также регионы расширят гуманитарные связи. Это касается обмена опытом между учреждениями культуры, образования и науки. Документ рассчитан до 2024 года. Документы между субъектами Дальневосточного федерального округа – это тоже очень важная часть нашей совместной работы по координации. Вот в Амурской области сейчас был подписан протокол совместных действий, который в себя включает очень конкретные, предметные и такие важные, существенные для наших обеих сторон пункты, касающиеся и экономической, и социальной жизни наших регионов. Поэтому я считаю, что он должен послужить хорошей основой для наших совместных действий во многих областях. Помимо этого, первый зампред правительства Якутии Бычков также подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «Даль-ГМТ». Основным направлением сотрудничества и взаимодействия в рамках настоящего соглашения является совместная деятельность сторон в сфере поиска, добычи и переработки природного газа и доставки и реализации продуктов переработки природного газа российским и зарубежным потребителям. Но это тоже достаточно для нас важное соглашение с компанией «Даль-ГМТ». Это компания, которая также уже на Дальнем Востоке реализует ряд проектов в других регионах, вот, в частности в Приморье. И хотят выйти на наш рынок, на рынок нашей газопереработки в республике. Достаточно большой опыт накопленный, достаточно серьезные у них партнеры корейские, которые мы сейчас рассматриваем совместные проекты по не только сжижению газа, да, но и по, самое главное, по транспортировке и по, скажем так, последней миле, то есть до заправочного пистолета с помощью и технологий, и оборудования наших и вот, уже наших совместных, а так вообще партнеров компании «Даль-ГМТ» из Кореи. Якутия будет сотрудничать и с Забайкальским краем. В заключительный день Восточного экономического форума глава республики Айсен Николаев подписал соглашение с губернатором региона, нового партнера. Согласно документу, регионы будут сотрудничать в сфере промышленности, транспортной инфраструктуры, агропромышленного комплекса и образования. Особое внимание будет уделено работе по предотвращению стихийных бедствий. Также в задачи входят сохранение исторического и культурного наследия, науки, спорта, здравоохранения и социальной защиты. Стоит отметить, что, несмотря на то, что Якутия и Забайкальский край сотрудничают на протяжении длительного времени, это соглашение стало первым в истории их взаимоотношений. Мы два региона с суровыми климатическими условиями, с огромными пространствами, с не очень большим количеством населения и с огромным потенциалом и немалым количеством проблем. Много из этого просто зеркально похоже, просто очень похоже один регион в этом плане на другой. И когда мы объединяем усилия, во-первых, помогаем друг другу в решении проблем. Например, наши лесопожарные, в первую очередь парашютисты, работали на пожарах Якутии в этом году. Весной нам помогают силы соседних с нами регионов, ранней весной, когда у нас чаще пожары случаются. У нас Удаканское месторождение запускается благодаря тому, что изменяются режимы на якутской электростанции. Мы поэтому на год раньше пускаем соответствующее месторождение, горно-обогатительный комбинат. И много-много других примеров.
Представители некоммерческих организаций из Якутии сегодня принимали участие на площадке фонда «Инносоциум» и фонда президентских грантов в рамках Восточного экономического форума. Сегодня там обсудили вопросы развития социальных проектов на территории Дальнего Востока. К участию на данной площадке были приглашены авторы лучших проектов, которые становились победителями грантов в течение этого года. Делегатами из Якутии стали представители Национального художественного музея республики и Национальной библиотеки, которые в свое время реализовали на территории Якутии ряд социальных проектов. Наш музей стал получателем гранта фонда президента РФ. И благодаря этому у музея появилась возможность участия в Дальневосточном форуме, очень важном событии в жизни страны. И вот благодаря Росконгрессу мы участвуем на площадке «Инносоциум», где как раз обсуждаются проблемы, а есть ли жизнь после гранта. И действительно она есть, потому что мы не первый год посещаем площадки ВФ, и именно как грантообладатели мы здесь общаемся, встречаемся с другими регионами. И, конечно, наш проект «Биеннале современного искусства», Якутская международная биеннале, она продолжает жить благодаря такой поддержке. Тарифы на рейсы единой дальневосточной авиакомпании, созданной на базе Сахалинской «Авроры», будут варьироваться от 2 до 10,5 тысяч рублей, сообщил генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухаребрик на площадке Восточного экономического форума. Он уточнил, что субсидии, которые выделяют регионы для перевозки пассажиров по своим маршрутам, покрывают расходы авиакомпании. Напомню, проект о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке включен в национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. И к другим темам. Якутия продолжает провожать специалистов, которые помогали в тушении лесных пожаров. Третья группа сотрудников авиалесоохраны сегодня отправляется на родину. Это абаканский отряд в количестве 91 человека, который в течение почти 2 месяцев боролся с природной стихией. Работали на тушении лесных пожаров в Сунтарском, Верхневилюйском, Вилюйском и Усть-Майском районах. Силами отряда потушено 30 очагов. Устранена угроза населенным пунктам Комсомольский, Тумул, Хоро, Буровой, Сургут, Нефтегаз, Алмазный, Чапаево, Тымпы и Чай. На построении Дмитрий Садовников вручил 11 инструкторам благодарственные письма. Наша работа заключалась в том, чтобы ликвидировать, локализовать ваши пожары. По-разному это делается. И копали минполосы, и тушили РЛО, где это возможно, потому что территория разная, есть беломошник, есть песчаники, то есть по-разному все тушится. Очень хорошо помогала администрация с техникой, направляя технику. Тем временем в Якутске проходит очередной этап совместной экспедиции Русского географического общества и Минобороны России по обследованию аэродромов воздушной трассы Аляска-Сибирь. С 27 июля специалисты изучили состояние 11 аэродромов на востоке Якутии, на Чукотке и в Магаданской области. Впереди исследования на аэродромах, располагавшихся западнее Якутска, в Иркутской области и Красноярском крае. После изучения всех точек экспедиции широкой общественности планируют представить документальный фильм. О результаты направят в Минобороны. Экспедиция наша посвящена изучению аэродромов трассы Алсиб легендарной. Включает в себя 2 направления основных. Это изучение состояния аэродромов и инфраструктуры, то есть геофизические исследования, привязка на местности, проводятся различные метеорологические изучения местной обстановки. И, вторая часть основная – это историческая часть. То есть мы смотрим, что сохранилось из объектов культуры, то есть исторического, военно-исторического наследия. Это какая-то техника, может быть, это здание аэропортов. Между тем, в Якутии начинает холодать. Организации, обеспечивающие тепло в домах, постепенно готовятся к запуску котельных. Традиционные летние ремонты теплотрассы и трубопроводов подходят к концу. Когда же тепло появится в домах жителей Алмазного региона, расскажет Юлия Золотарева. Подача тепла до стен домов линчан начнется 7 сентября в 9 утра. Дальше все зависит от управляющих компаний и работ в доме. Но, как говорят в службах, проблем и перебоев быть не должно. В этом сезоне в городе поменяли 5 километров труб тепловодоснабжения в микрорайоне Алроса и на центральных улицах города.
В Ленске с весны по осень реставрируют трубопроводы, устаревшую канализацию, ремонтируют теплотрассы и коллекторы. Сегодня предприятие тепловых и электрических сетей уже готово подать тепло в дома. Но некоторые работы продолжатся в октябре и ноябре. Ну, те мероприятия, которые сегодня не являются плановыми мероприятиями, это текущий ремонт, допустим, по ПСВ. Там есть у нас те объемы замена теплообменников на центральной отопительной котельной, которые сегодня резервное оборудование, которое будет эксплуатироваться потом как резервное оборудование. В Алмазном регионе тепло дают, когда температура на улице в течение 5 дней стабильно держится на отметке ниже 8 градусов. На севере это происходит раньше. В Удачном и Айхале, где уже сегодня пробрасывал снег, по постановлению администрации отопление включат 3 сентября. В первую очередь это коснется больниц, школ и детских садов, в том числе и в алмазной столице. Мы готовимся к новому отопительному сезону, соответственно, так, чтобы у нас как можно меньше было проблем в период прохождения отопительного сезона. Потому что, сами понимаете, у нас здесь не средняя полоса России, там может быть отопление и не работать, и, в принципе, ничего страшного не произойдет. У нас это самая главная, так сказать, услуга, которую мы оказываем, и мы должны, в принципе, работать четко, мы здесь для этого и находимся. Вы ночью спите спокойно, а мы, в принципе, не спим ночью спокойно, потому что у нас есть и аварийно-диспетчерская служба, у нас и работает сменный персонал, соответственно, все находится под постоянным контролем. В дома Мирнинского района тепло запустят в течение следующей недели. Но пока начало осени радует жителей теплой погодой. Юлия Золотарева, Ирина Балкова, Карина Лопатина, телеканал «Алмазный край». В Ленске в Центре дополнительного образования СРГ открылись курсы компьютерной грамотности для граждан категории 60+. После занятий люди пожилого возраста смогут самостоятельно пользоваться необходимыми им онлайн-услугами. Это самая актуальная тема для такого возраста, когда люди смогут пройти краткосрочную программу и научиться создавать аккаунт, делать почту, заявления в госуслугах зарегистрировать. Также в Ленске в Центральной районной библиотеке проходит персональная выставка мастерицы Раисы Громовой. Среди ее работ можно найти комплекты постельного белья, сумки, рюкзаки и предметы домашнего обихода. Из ярких лоскутков получаются красивые и нужные вещи. Полюбоваться всем этим может каждый неравнодушный к творчеству житель города. Именно для поддержки населения, для тех людей, которые живут уединенно. Приглашаю всех на эту выставку, которая у нас называется «Волшебные узоры». Это выставка нашей мастерицы Громовой Раисы Николаевны. Она состоит в нашем кружке «Уран-Тарбахтар». И также она занимается ткачеством у Елены Платоновой в музее в нашем Кривическом. Но это не мешает ей заниматься своим творчеством. К этому часу пока все. До встречи в наших следующих выпусках.